МВД Таджикистана срочно придумало новые обвинения против осужденного, как выяснилось, на 7 лет старца. Теперь он, оказывается, во время гражданской войны 1992-97 годов убивал и выносил смертные приговоры, а в последнее время, заметьте, из Таджикистана. Финансировал боевиков Ансарула в Афганистане. Он также получал финансирование от спецслужб определенных стран через третьи страны. Третьи страны почему-то получаются неопределенные. И на эти деньги закупал подрывную литературу. Наверное, в типографии администрации президента вербовал новобранцев в джихадистские отряды. И где же они? Но, оказывается, оставшуюся часть средств, ну раз он не преуспел в перечисленных делах, он присваивал и тратил на собственную персону. Интересна такая деталь. Под спецслужбами определенных стран рахмоновская пропаганда подразумевает Иран. Что-то у меня в голове не складывается. Зачем Ирану отправлять деньги на транжиру старика Дано Набиева через неопределенные третьи страны, если из Ирана в соседний Афганистан для Ансарула можно доставить деньги напрямую? Очевидно одно, МВД Таджикистана после неожиданного резонанса, который вызвало в обществе лишение свободы пенсионера преклонного возраста, было вынуждено срочно дать хоть какое-то объяснение и обосновать циничное и беспрецедентное судебное решение, и опять опозорилось. МВД Таджикистана своим заявлением из старика вылепило просто Рэмбо. Но вопросов стало еще больше. Где доказательства этого бреда? Почему суд был засекречен и прошел без адвоката? И самое забавное, пункт о нецелевом использовании средств спецслужб определенных стран упомянут как третий пункт обвинения. То есть осужден за растрату средств спецслужб определенных стран. Тогда за что посадили-то? Почему не наградили? Честное слово, даже обидно стало, что покой и безопасность страны доверены дебилам. П.С. Столько денег, сколько стоят все эти обвинения, ни один банк Таджикистана не выдаст, и ни один таможенник не пропустит мимо себя. Старику не хватило бы, родись он заново, его 87 лет, чтобы выстоять в очередях в банках и получить такую сумму по $100 в руки.